Если есть какие-то вопросы, спрашивать. Есть какие-то вопросы? Ну вот вопрос о грядущем царе есть мысли? Ну вот потом Валентин говорит, услышал о царе благодарю. Но, может быть, есть что поподробнее рассказать о грядущем царе? Вы понимаете, грядущий царь, вот, значит, это особый царь. Он отличается от всех предыдущих. На нем особая благодать Божья. Он победитель. Вы понимаете, даже если русский народ восстанет против него, он будет обращен в пепел. Вот. Он не будет знать ни одного поражения. Его охраняет два архангела. То есть, если у обычного человека ангел, вот один, то у царя вот, два архангела. До момента явления его никто не будет знать, не видеть, вот, потому что, безусловно, за ним охотятся, и он будет явлен. Вы посмотрите, если вы сложите судьбу всех царей наших, ну, в один такой вектор, то у вас будет жизнь Иисуса Христа. И вот тот отрезок, когда Иисус взошел на крест, это судьба Николая II, то есть его жизнь, когда он зашел на крест. А грядущий царь – это уже воскресший Господь. То есть он олицетворяет воскресшего Бога. Вот когда Господь воскрес, он же был в физическом теле, да, но это уже был не совсем человек. Вот так же и царь грядущий – это особо сакральное, значит, человек особой сакральности. Вот. И они все это очень прекрасно знают. Но не верят в это. Если бы они верили, они бы не были бы адептами там атлантов или адептами Вавилона. Там башню все время вавилонскую бы не строили. И сейчас бы на коленях бы стояли на Красной площади вот так вот и Бога бы молили о прощении, зная, что грядет для них страшная участь. Страшная. Понимаете, Бог не оставит русский народ. Дело все в том, что царь, он предначертан. Многие говорят, мы не заслужили, там, вы знаете, сколько православных, он предначертан. Вы понимаете? То есть он будет как дважды два 4. Это проблема русского народа. Подготовится он к царю или нет. Будет ли он с ним или будет обращен в пепел. Будет ли он служить царю. И основная функция грядущего царя – это устроить не православный супермаркет. И не построить в границах России справедливое государство, а подготовить весь мир ко второму пришествию Христа. Понимаете? Это проповедь мировое православие. Евангелие мировое проповедь. Вот. И дел у нас у всех будет очень много. Вот. И он будет явлен. И это будут, безусловно, чудеса, которые... И они никчемные, и ничего с ним сделать не могут. Понимаете, Бог ему дал особую благодать, он их будет крушить направо и налево. Понимаете? Вот. Это, если хотите, это палач темных. Вот. То есть, и они будут уничтожены. Безусловно, царь, они чувствуют, что он рожден, они чувствуют, что он в России. Ведь когда царь будет явлен, когда воскреснет Серафим Саровский, все будут говорить, этого не могло быть, как же так, а мы не верили, там, и так далее. А мы там в Пасху храма закрывали, а мы боялись умереть от коронавируса во время Пасхи там, и так далее. Оказывается, Бог есть, Он всемогущ, и оказывается, есть воскрешение. Вы понимаете, то есть это уже не надел, люди осознают это. Это будет начало воскрешения Руси, а воскресшая Русь явит торжество православия всему миру. Россия станет, знаете, ковчегом, куда все, у кого сердце потянется к Богу, они все сюда к нам приедут, многие присоединятся в союз наш, войдут в состав Святой Руси, как самостоятельное государство, а там будет ад, это будет кошмар, там будет просто тихий ужас. Сложно сказать сейчас, каким путем пойдет Россия, то есть придут ли еще всадники апокалипсиса сюда вслед за мором, придет ли нищета, война и голод, пока непонятно. Но у меня внутреннее ощущение, что Бог поведет нас другим путем. Русь избежит всех этих антихристовых мук, потому что у ней было страшное предантихристовое время. То есть это время большевиков, Сталина, которое продолжается до сегодняшнего времени. Из-за этих мук, которые претерпевает наш народ, Бог защитит нас от этого концлагеря, от этих ИНН, не ИНН, а шестерок разных, не шестерок, а печать антихриста, так сказать. Убережет, и в России будет
торжество православия. Нет власти, аще не от Бога. И народ знает, что эта власть столетняя, она попущена в наказание за измену царю. Конечно, у многих, конечно, крыша едет, многие, конечно, там запутались, но вот эта душа народа, в основной своей массе, она чувствует это. И поэтому эти персонажи не находят поддержки. Народ каждый день сталкивается с произволом. Все считают, говорят, что вот вы слабые, вы русские такие-сякие, розетки, вот вы на бунт не поднимаетесь, как Европа, там, а в Европе миллионы. Это смирение перед волей Божией, перед наказанием. Потому что народ знает, что его наказали, вот, он смиренно ждет, может быть, даже не осознавая это, ждет освобождения, ждет русской Пасхи. Вот. И в этом наше величие. Ибо смиренные наследуют царство. Если я ничего не перепутал. Так что сельский вопрос спрашиваете. Да, вопрос. Идея пришествия царя, который всех победит, к сожалению, расслабляет нас, русских. Типа ждем и ничего не делаем. Нет, вы понимаете, ну как понять, ничего не делаем? Вы понимаете, конечно, а что делать? Ну вот вы задумаетесь. То есть вы почитайте книгу Исфирь, да, в Библии. То есть, когда израильский народ был осужден также только на 70 лет и находился в вавилонском плене. Его тоже призывали на восстание там, и так далее. Но потом Бог явил освобождение. Что вы сделаете, когда Бог наказал? Посадил нас в тюрьму. А Вавилон поставил нами править. Своими зиккуратами, своими, я не знаю, там, колдовством, своими мумиями, со всей этой дрянью, которую они с собой притащили, своими звездами, пиктограммами, своими красными знаменами. Вот. А вы пытаетесь вызывать к справедливости надсмотрщика. Сидите за решетку, трясете, говорите, что ты бессовестный, вот почему ты нам даешь баланду, а не там жареного поросенка, к примеру, или там какой-то баранину кусок. Потому что он надсмотрщик, он каратель, вы понимаете? И восстанем мы не против Вавилона, мы восстанем против гнева Божьего. Вот как вы ребенка за плохое поведение ставите в угол, чтобы сел подумал. Вот, нас наши в угол поставили. И вы ждете, когда ребенок отстоит, вы к нему смилуетесь и скажете, ну выходи. А если он сам выбежит, еще он хамить начнет. Закончится все это достаточно плохо. Другое дело, что нужно в вере стоять крепко. Нужно на Пасху причащаться. Нужно не бояться коронавируса. Вот, на литургиях. Да, то есть нужно не поддаваться разным ересям. Вот, являть смирение и любовь. И, конечно же, готовить отвагу. Вы поймите меня правильно. Ведь больше половины монархистов быстро передумают быть монархистами, когда будет явлен царь. В эту же секунду. Потому что, как в пророчествах было сказано в некоторых, что даже близкое окружение, которое ждало царя, усомнится, что тот ли царь. Потому что по своему отношению к врагам он будет гораздо круче Иоанна Грозного. Вы понимаете? Вот. И лютая судьба ждет врагов. И поэтому все начнут роптать, там, бубнить, вот, что-то и так далее. Вот надо себя готовить не бубнить, понимаете, не роптать. Нужно вот этот стержень стальной в себе воспитывать, вот, воспитывать веру и не бояться. С Богом ничего не страшно. Вы понимаете, даже если долины смерти вот нам будет суждено с вами пройти, нам не страшно, коли Бог с нами. Поверьте на слово, вот я из такого ада Бог меня вытащил. Вот, я только этим и спасался там. А понимаете, лежа среди покойников, среди трупов, когда многие говорили, что вот очередь теперь твоя умирать из темных сил там, вот, и так далее. Я жил только этим. Псалмом 22 царя Давида, где не страшно пройти долины смерти, если Бог с нами. Вот. И вот, собственно говоря, вот что я вам хотел бы на этот счет сказать. Не дайте красной ереси, вот гнили этой, проникнуть в ваши сердца. Не дайте себя вернуть на бунт. Вот. А можно так сказать, наслаждайтесь духом времени. Вы понимаете, они сейчас трепещут все. Вы понимаете, вы чувствуете, как сила Божья пребывает в вас, как дух наполняет ваши сердца. Вот наслаждайтесь этим. Скоро
небесные трубы позовут нас в бой. Вы понимаете? И мы все станем как один.